Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот основные темы. Под особым фокусом направление IT и помощь военным. Якутия и Донецкая Народная Республика подписали соглашение о сотрудничестве. Педагога высшей квалификации торжественно встретили на родной земле. Первый народный учитель Российской Федерации, родом из Якутии, вернулся домой. Вклад, который стал основополагающим для будущего автономии Якутии. 125-летие Максима Кировича Амосова отмечает вся республика. День энергетика отмечает сегодня одна из ключевых отраслей экономики. С какими итогами подходят энергетики Якутии к Новому году? 19 декабря 1992 года первый поезд пришел в Алдан. В юбилейную дату на дружеской встрече собрались ветераны железнодорожной отрасли. Участники Ленского клуба, ведущие политологи страны, подвели итоги юбилейного для Якутии года. На итоговой сессии в Москве состоялся традиционный диалог без галстуков. Эксперты обсудили с главой республики принятые важнейшие решения. Разворот на восток в условиях санкций. Для политологов Ленский клуб – это возможность задать вопросы лично Айсену Николаеву, услышать его видение развития самого большого субъекта из первых уст. Напомним, Ленский клуб – это аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов России. Якутия и Донецкая Народная Республика подписали соглашение о сотрудничестве. Документ затронет торгово-экономические и научно-технические соглашения, укрепит взаимодействие двух регионов в социальной и культурной сферах. Под особым фокусом направления IT и помощь военным. Так, Якутия построит малые IT-центры в ДНР. Проект стартует с 2023 года. В IT-центрах жители Донбасса смогут пройти обучение, а после удаленно работать в IT-компаниях. В Донецке же рассматривают возможность помощи участникам СВО из Якутии бронежилетами собственного производства. Их качество отвечает всем критериям безопасности. Продолжатся и работы по восстановлению подшефного города Кировское. Сегодня там завершены все работы, намеченные в этом году. Якутия сдала 31 объект. Главное достижение – полная реконструкция школы номер 2. Кроме этого, было и асфальтирование дорог, и восстановление фасадов жилых домов и уличного освещения. Особое внимание было уделено отопительному сезону. Планы на следующий год у нас тоже большие. Они связаны с работой по жилищно-коммунальному хозяйству. В этом году, и вот Денис Владимирович это отметил, мы смогли создать новую систему подпитки котельных к отопительному сезону. Это на самом деле впервые на Донбассе сделано. Система заработала, и сейчас по Кировскому нет никаких проблем именно в части обеспечения отопительного сезона. Республика Саха-Якутия вдохнули новую жизнь в данный населенный пункт. Но вот казалось бы, что такое там уличное освещение? Ну, это же вроде бы как само собой разумеющееся, но в Кировском его не было долгое время. Это проблема даже не последних 8 лет, это уже долгие десятилетия было при Украине. Республика Саха-Якутия, допустим, они подошли вот комплексно, то есть и ремонты, и обустройство жизни, созданы условия, при которых становится комфортно жить в малом, казалось бы, населенном пункте, который, то есть, просто увядал, если так можно сказать. А сейчас вдохнулась жизнь. Зампредседателя правительства республики Ольга Балабкина совместно с Министерством здравоохранения региона провели рабочий визит в Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины. Ольга Валерьевна отметила высокий профессионализм и отзывчивость специалистов, а также высокий уровень врачей. В центре проходят восстановительное лечение пациенты после перенесенного ковида и инсульта, а также реабилитационные мероприятия проходят участники специальной военной операции. Сначала СВО, общеукрепляющие и лечебные процедуры прошли 20 бойцов. Республиканская служба, в целом реабилитация, которая существует, она у нас получила достаточно большой объем федеральной финансовой поддержки по, прежде всего, национальному проекту здравоохранения, по реабилитации. И сегодня вот мы имеем такой четырехэтапный
значит, период, и первый этап здесь реализован — оснащение наших реабилитационных центров оборудованием. Необходимо обратить внимание на то, что нам точно нужно добиться сокращения сроков попадания в реабилитационный центр для того, чтобы уж люди не ощущали каких-то там сложностей 10-7 дней, а чтобы как можно доступнее мы были. Первый народный учитель Российской Федерации родом из Якутии вернулся домой. Педагога высшей квалификации торжественно встретили в аэропорту Якутска его коллеги, ученики и родные. Наш корреспондент Мария Кардашевская продолжит тему. Российская Федерация народный учитель звания наградовым кынан. Агаргалибет, он набарыгытын педагог кадаммыт, каденер сагаджилынан. Учителя, первым из Якутии получившего высокую награду, с почестями встретили в родном городе. Его пришли поздравить родные и близкие. Директор родного лицея, в котором Виктор Филиппович работает с 1996 года, и заместитель министра образования республики. Сам педагог скромно заявляет, что в получении высокой награды не только его заслуга. Очень волнуюсь и хотел бы выразить свою благодарность всем моим товарищам, моей семье и моему коллективу. Благодаря им мы получили вот такую такую награду. За почти 50 лет трудовой деятельности Виктор Филиппович выучил 1000 учеников. Его подопечные становятся призерами всероссийских олимпиад, а выпускники поступают в самые престижные вузы страны и становятся лучшими физиками. Сначала я был не очень хорош в физике, потому что совсем не понимал и не хотел учиться. Но спустя несколько уроков Виктора Филипповича я однажды все резко осознал, а дальше я стал олимпиадником по физике. И мы, упорно трудясь, учась, становились все лучше и начали побеждать на различных олимпиадах. За это Виктору Филипповичу большое спасибо, и от всего класса поздравляем его с получением звания народного учителя Российской Федерации. Тем временем в школе Виктора Филипповича с нетерпением ждут не только ученики, но и коллеги, которые отзываются об учителе исключительно как о профессионале в своем деле. Он воспитал очень много хороших физиков республики, учителей. Многие его ученики сейчас работают в Международной арктической школе, в нашей школе коллеги, в Малой академии наук. Он воспитал много научных сотрудников. В год столетия республики Виктор Филиппович стал первым из Якутии и единственным обладателем столь высокой награды в стране за этот год. И это, несомненно, знаковое событие теперь вписано в историю республики. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Семен Афанасьев, Якутск. 125-летие Максима Кировича Амосова отмечает сегодня республика. Вклад выдающегося политического деятеля в формировании государственности Якутии стал основополагающим для будущего автономии. Сегодня в рамках празднования в спорткомплексе «Триумф» состоялось грандиозное театрализованное представление «Дорога яркого Максима». Отдать дань уважения личности великого земляка пришли тысячи якутян. Почетными гостями праздника стали родные и близкие Максима Амосова. Главная, мечта моего деда – видеть Якутию развивающейся, процветающей, якутян образованными, растущими. Я думаю, она сбывается. Мы видим, как Якутия возрастает. Вот будет открытие Большого дворца культуры в Намцах. Все это замечательно. Я думаю, эта часть сбывается. Я думаю, что очень важно, чтобы Бог благословил Якутию. День энергетика отмечает сегодня одна из ключевых отраслей экономики. В этом году вместе со столетием Якутской ССР энергетики республики отмечают целую череду профессиональных юбилеев, в том числе 60-летие предприятия «Якутскэнерго». О том, с какими итогами подходят энергетики Якутии к Новому году, в материале Анны Пшенниковой. В этом году День энергетика для якутских работников тепла и света ознаменовался сразу несколькими юбилейными датами. 60 лет создания районного энергетического управления «Якутскэнерго», 85 старейшему из действующих энергообъектов Якутской ТЭЦ.
55 лет Каскаду Вилюйской ГЭС, 15 лет Теплоэнергосервису и 5-летие самой молодой станции на вечной мерзлоте Якутской ГРЭС-2. Показатели этого юбилейного года энергетики озвучивают с гордостью. Объем выработки электрической энергии по итогам текущего года составит 3 миллиарда 862 миллиона киловатт-часов. На оптовый рынок энергии и мощности при этом мы передаем более 3,5 миллиардов киловатт-часов. Объем выработки тепловой энергии по итогам года составит порядка 2 миллионов 600 тысяч гигакалорий в час. Мы обеспечиваем теплом и энергией примерно 75% потребителей нашей республики. Якутская энергосистема хорошо сочетается со словом «уникальный». Начало ее ударной деятельности пришлось на 1932 год, когда в молодой стране шла большая работа по реализации плана Гойл-Ро. В эти непростые годы Якутия не стояла в стороне. Строились энергообъекты с повышенным запасом надежности, которые позволили обеспечить огромную территорию светом, а впоследствии теплом. Современную жизнь невозможно представить без надежного, качественного, бесперебойного электроснабжения. И те профессионалы, которые работают сегодня в республике в отрасли электроэнергетики, являются настоящими героями нашего времени. Мы всегда говорим о том, что энергетиков вспоминают, когда уходит свет, да, а когда они вспоминают, значит, надежность энергоснабжения обеспечена 100% на территории Республики Саха-Якутия. Сегодня, как и всегда, сотрудники энергетической отрасли работают без выходных. Благодаря их бесперебойной круглосуточной работе тепло и свет приходят в дома якутян и в будни, и в праздники. Сегодня День энергетика, где в рамках столетия республики совместно отмечает юбилей наша большая компания ПАО «Якутэнерго», с чем и поздравляю всех работников. Несмотря на сложные вызовы времени, я считаю, компания работает стабильно. И я благодарю всех работников компании за их труд. И желаю, конечно же, чтобы у нас электроснабжение по всей республике было стабильной и надежной. Сегодня энергетики Якутии услышат много поздравлений и слов благодарности. И, конечно, в каждом доме, в любом уголке Якутии сегодня будет, как всегда, тепло и светло. Анна Пшенникова, Семен Семенов, Якутск. Итоги года подвели и в сфере инноваций. Так, в течение года, по словам специалистов, несмотря на внешние факторы, Якутия активно развивалась. Республика продолжает цифровизировать населенные пункты. Так, на данный момент цифровыми являются 10 районов. Также министр инноваций отметил, что одним из самых ярких событий являлось открытие квартала труда, на котором были подписаны соглашения, которые в будущем будут реализованы. Со следующего года начнем, я считаю, беспрецедентный по масштабам проект, можно сказать, такого федерального уровня. То есть мы начнем стройку проекта «Синергия Арктики». Подписано соглашение в этом году между Минцифрой и Республикой. С федерального центра это 5,6 миллиардов рублей. Вот, будет профинансировано. Мы будем строить все арктические районные центры до конца 2025 года. Тем самым мы ставим себе план амбициозный до конца 2025 года, чтобы ни одного районного центра в республике не осталось без быстрого интернета. Многодетным дальневосточникам выделят средства на ипотеку. Так, с января выплаты на погашение жилищного займа при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке поднимут с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Сохранение численности населения было и остается ключевым долгосрочным вызовом для макрорегиона. В этом смысле дальневосточная ипотека стала одним из самых востребованных видов ипотеки. За 3 года 56 тысяч семей приобрели квартиру или построили дом. Причем половину новостроек раскупили именно с использованием льготной ипотеки. Со дня основания СССР прошло 100 лет. Так, в стенах Дома культуры имени Кулаковского прошел торжественный концерт в честь юбилея Советского Союза. Стоит отметить, что в год основания СССР образовалась и якутская автономия. Сегодня все вчерашние комсомольцы собрались в одном месте и смогли окунуться в атмосферу прошлых лет. Также в рамках мероприятия была проведена выставка, в которой были продемонстрированы вещи прямиком из советских времен. Великое государство под знаменем справедливости, свободного труда, общенародной собственности может поднять народ на решение любой задачи, любой проблемы, как это было в годы Великой Отечественной войны. Перед
Великой Отечественной войны. И уже после 1945 года, через 15 лет полетели в космос. Первый человек Гагарин полетел, несмотря на то, что было полстраны разрушено. Поэтому сегодня праздник, событие, эпохальный юбилей, юбилей мирового значения, празднует весь мир. 19 декабря 1992 года первый поезд пришел в Алдан. По воспоминаниям жителей этого события, ждали все, и встречать первый состав прибыли и взрослые, и дети. В юбилейную дату на дружеской встрече собрались ветераны железнодорожной отрасли. Строители стальной магистрали и первые пассажиры поделились воспоминаниями с нашими коллегами. Декабрьским днем железнодорожные строители и работники транспортной отрасли собрались на чаепитие. Повод для встречи явился глубоко личным праздником для каждого из них. В полдень 19 декабря 1992 года в Алдан пришел первый поезд. День очень хорошо помню, потому что я была в числе первых пассажиров первого поезда. Ехала в вагоне из Нерюнгри. Туда нас увозили специально на машинах, на УАЗиках, а рано утром мы садились в поезд для того, чтобы к обеду прибыть в свой родной город уже в качестве пассажиров. За чаем ветераны транспортной отрасли вспоминали молодость, которая стала для них общей. Строителей и железнодорожников сплотило великое дело, а судьбы навсегда связала стальная нить железнодорожной магистрали. Это, можно сказать, семья. Много друзей, сейчас уже, правда, все разъехались, кто-то ушел в Царство Небесное, в мир иной. Но это поддержка, помощь, буквально во всем. Строительство железнодорожной линии Беркокит-Томот началось в 1985 году. Аян называют младшим братом БАМа. Амуро-Якутская магистраль унаследовала лучшие черты и традиции стройки века. Мы были молодые, окрыленные только после БАМа. Вот, все были заряжены на то, чтобы, как по планам тогдашнего руководства партии, мы должны были к 1995 году уже быть в Якутске. Вырубка просеки, отсыпка путей, укладка рельсов, строительство магистрали велось круглогодично. Открытие железной дороги ждали все, и встречать первый поезд пришли жители от мала до велика. Мы всегда же об этом мечтали, поэтому, когда он пришел, а я здесь всю жизнь прожила и на поезде вообще никогда не ездила, я просто ходила и трогала его руками. Думаю, интересно, как он вообще потом поедет. Темпы укладки железной дороги не всегда были ударными. Завершающий этап строительства проходил в сложных условиях, сопряженных с перебоями в финансировании, задержкой заработной платы и скудным снабжением. И открытие линии стало настоящей победой. Тот день, он, по воспоминаниям очевидцев, был очень холодный, и довольно трудно было стыковать путь, потому что его стыковали не с краю, а в середину клали золотое звено, бригада Николая Прокопюка. Полотно играло, потому что была очень холодная погода, но в итоге удалось его положить. Во многих уголках страны жизнь без железной дороги сложно представить. Завоз угля и продовольствия, доступность транспорта, железная дорога выводит экономику на новый уровень. Сегодня строительство дороги планируется до Якутска и Магадана. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии на следующий год планируют вводить пилотную программу школьного инициативного бюджетирования. И специально для этого была приглашена группа экспертов научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России. С участниками пообщалась Галина Чекурова. Программа школьного инициативного бюджетирования действует всего в нескольких регионах страны. Так, впервые в Якутии решили запустить такую программу, которая специально была разработана под условия нашего региона. Центр, которым я руковожу, создали модель, новую модель школьного инициативного бюджетирования, которая называется ШКИП. Ее аббревиатура и сокращенное название. Главная особенность этой модели заключается в том, что мы опираемся на так называемую педагогизацию. Мы ищем место инициативного бюджетирования в образовательном и воспитательном процессах в школах. Да, то есть то, каким образом может помочь школе инициативное бюджетирование, как оно может войти в программу воспитательной работы, в ГОСы. То есть все это большая работа, которую мы вели на протяжении 2 лет, и сейчас уже целый ряд субъектов Российской Федерации именно эту модель школьного инициативного бюджетирования внедряет.
В эти дни для учащихся и педагогов 9 пилотных школ будет проходить интенсив. Перед участниками стоит задача в создании проекта. Им будет необходимо рассчитать местоположение, бюджет, а также рабочую силу. Интенсив у нас будут проводить эксперты научно-исследовательского финансового института Минфина России. Я думаю, что мероприятие пройдет очень хорошо, так как они уже делали запуск в других субъектах. Ученица одного из выбранных пилотных школ Елена Захарова очень взволнована перед предстоящим мероприятием. Она считает, что благодаря такой программе школы начнут активно развиваться. На самом деле очень хорошо то, что мы сюда приехали со второй школы. Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что именно вот эти интенсивы начинают, то есть саморазвиваются дети этим способом, то что я получу много эмоций и много чего интересного узнаю. Так как приехали гости с Москвы, мне кажется, что вот именно знания по финансовой грамотности, скорее всего, может быть, я получу еще больше. То есть правильно распоряжаться деньгами и тому подобное. В общем, с финансами, мне кажется, у меня все будет хорошо. Всего в программе школьного инициативного финансирования участвуют 20 субъектов России. Так, в следующем году школьникам и педагогам будет дана возможность принимать участие в решении вопросов по благоустройству школы. Галина Чекурова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Конец года – время предвкушения праздника, исполнения самых заветных желаний. В администрации Ленского района в этом году впервые прошла акция «Елка добра», которую организовали для детей мобилизованных. В акции приняли участие глава района, его замы, руководители учреждений и предприниматели. Всего в районе 127 детей военнослужащих, из них 80 школьники, а 47 детей посещают детский сад. Практически в каждом конверте дети писали пожелания, чтобы их папы вернулись домой живыми и здоровыми. И только после просили Деда Мороза о подарке для себя. Елка добра продлится до 25 декабря, а до 15 января все подарки должны быть вручены своим адресатам. Мне попалась большая кукла в рост. Это Шейфуддинова Милана, если я сейчас не ошибусь. Это с поселка Витимца школы. Кукла большая, во весь рост там было написано, так что будем это желание обязательно исполнять. Многие любят встречать Новый год с настоящей лесной елкой или сосной, пахнущей свежей хвоей. Незаконная рубка деревьев может испортить праздничное настроение и повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность. Ежедневно Нерюнгринское лесничество проводит патрульные мероприятия. Заготовка осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаждений. Для получения разрешения гражданам необходимо обращаться в конторы участковых лесничеств, взять с собой паспорт и свидетельство ИНН. Для массовой продажи заготовкой занимается организация «Якутлесресурс». Желающие могут приобрести сосну в розничной продаже по нескольким улицам города. Елки приобрести можно в городе Нерингре, возле товаров для дома, плюс возле светофора в городе и в лесхозе в Тюльмане тоже. Готовим только сосну первый сорт. По высоте 2,5-3 метра и меньше. А почему именно сосна? А потому что в нашем районе ель запрещено пилить. Фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» вошел в шорт-лист премии «Оскар». Картина «Якутян» может быть номинирована в категории «Лучший короткометражный фильм». Кино повествует о работе ученого-отшельника Максима Чекилева. Каждый год он исследует лежбище моржей на Чукотке. Примечательно, что это первая кинолента совместного авторства Арбугаевых. Сами брат и сестра родом из Тикси. Для Евгении «Выход» стал дебютной работой. Всего шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» Американская академия киноискусств представила в 10 категориях. Церемония вручения наград состоится 12 марта. Номинантов объявят 24 января. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.